Сабантуй начались выходные в республике. В этом году удалось собраться вместе и дружно провести этот всеми любимый народный праздник. Гости состязались в беге в мешках, били глиняные горшки с завязанными глазами и перетягивали канат. Ловкость, силу и выносливость показали лучшие батыры. Это древняя традиция. Именно на Сабантуе в старину молодые находили себе пару. Мастерство показывают наездники и борцы. Наша группа была на одном из деревенских сабантуев. Сабантуй – это один из главных татарских праздников. Испокон веков народ радовался тому, что весенние полевые работы закончились. Для того, чтобы узнать, как Сабантуй выглядит сейчас, мы отправились на главный майдан Тюлечинского района. Празднуют тут с самого утра. Вот, например, ветеринар местного животноводческого комплекса Наиль Валиев встал с рассветом, чтобы украсить свою лошадь Кашку и телегу. В 5:30 он поехал в сторону Майдана, что в 10 километрах от села. И все это ради того, чтобы поучаствовать в открытии Сабантуя, любимого Тюлечинского района. Это Сабантуй байрам для нашего народа. Также в Тюлечинском районе считают многие. К обеду на Майдане было многолюдно. Национальные танцы и песни – одни из самых главных элементов праздника. Но наряду с ними здесь представлено огромное количество других развлечений – современных и традиционных. Есть совсем редкие. Например, здесь нужно умудриться накинуть кольцо на шею живого гуся. Кажется, что это просто, но на самом деле птицы постоянно отбегают и уворачиваются. Еще одно традиционное развлечение – это национальная борьба кураж. Не путать с куражом. Это такая традиционная татарская борьба на поясах. Бросок борец совершил чистый. Он оценивается в 5 баллов, которых достаточно для победы над соперником. Ну вот, как-то это так. Меня за мою попытку наградили утешительным призом – платком. А мой оппонент продолжил борьбу за главный приз – звание абсолютного батыра Тюлечинского района. Это очень почетно. Еще один традиционный вид развлечений – конные скачки. Соревнуются все желающие – и спортсмены, и любители. Есть те, кто скачет на лошадях татарской породы. Ее совсем недавно установили. Но есть, конечно, и другие. Зрители оценивают их и ставят ставки на тотализаторе. Возможно, поэтому это самая популярная часть Сабантуя. А может, потому что самая зрелищная и вместе с тем одна из самых коротких. Всадников хватило всего на 5 заездов. Но зато каких! Море впечатлений, активный отдых и все это на свежем воздухе. Вот что такое настоящий Сабантуй. Провести такой день многие решили с семьей. И не только для того, чтобы побыть вместе. Считаю, что это, во-первых, конечно же, семейное воспитание, национальное воспитание. И, конечно, чтобы наши дети росли и все традиции татарского народа почерпали изнутри, со своей родной земли, там, где они родились. Практически каждый год бывает, да, на Сабантуй? Район родной. Сабантуй нравится, всегда прикольно. Интересные конкурсы, вообще народ приятный. Возможно, это еще и от того, что в этом году 12 июня отмечаются сразу 2 праздника. Так совпало, наш национальный праздник Сабантуй после весенних полевых работ и совпало Днем России. Так что 2 в одном, как говорится, да, и прекрасная погода, прекрасные условия. Мы в этом году место проведения несколько изменили, она еще лучше стала. Так праздник Сабантуй с каждым годом становится все лучше и лучше. Но главная его ценность – это крепкие традиции, которые не меняются, сохраняются годами и позволяют прикоснуться к тому, чем жили предки много веков назад. Лошакиев, Ринас Хивгареев, Вести, Татарстан.